С началом специальной военной операции в алмазной столице 20 волонтеров начали ежедневно изготавливать тактические облегченные бескаркасные носилки, окопные свечи и тому прочие нужные предметы для передовой. Сегодня количество желающих попасть в волонтерский штаб «Мирные руки ангела» ежедневно растет. Волокуши начали изготавливать. Потом еще что получается? Сбросники, эвакуационные стропы. Раньше их мало было, сейчас в большом количестве в спросе стало. И в большом количестве сейчас изготавливаю. Получается, бойцы постепенно уже к нам уже знают, пишут заявки. Здесь никто не задается вопросами, а зачем это надо, а почему мы должны помогать, а разве бойцов не обеспечивают всем необходимым. Этим неравнодушным людям не нужны ответы, они и так знают, для чего нужны маскировочные сети и в каких объемах, и как важны их помощь, поддержка на фронте. Пришел я в январе, вот когда был призыв, и через 3 месяца я, получается, пришел. И я пришел не в штаб, а там, где собирают, принимают помощь. Я принес носочки вязаные. Спросил, что, где, как. Мне сказали, ну вот у нас есть штаб. Мы еще на Московской тогда были. А смотрю, все люди работают. И Ирина мне говорит, что люди всегда нужны. Я говорю, ну а что мне делать? Я ничего не умею, ну что мне делать? Она говорит, ну вот садись, баночки делай. Это просто показали мне один раз. Я сел на баночки. Потом я начал носилки собирать. Теперь я носилки собираю, баночки делаю. Ученики у меня уже есть с носилками, которые меня превзошли, у которых скорость выше и работает лучше. Вот как-то так. У меня там внук тоже воюет. Потом я сюда пришла помогать. В штабе «Мирные руки ангела» хрупкие, но стойкие женщины отшивают практически все, что необходимо бойцам и фронту. Собирают гуманитарную помощь, куда входят продукты питания, медикаменты, беспилотники, противодроновые блокираторы и многое другое, что может спасти жизни наших бойцов. Так же, как и «Мирные руки ангела», работают волонтеры и в селе Арылах. Они свое волонтерское движение назвали «Спаси и сохрани». Вот наши сети, которые мы уже готовим к отправке нашим мальчикам. Вот наши хозяюшки Мария Ивановна Мерушева, вот, Даша Петрова, они отшивают такие вот одеяла. Угу. Вот. И такие же антитепловизорные плащи мы отшиваем. Сейчас они полностью все отправлены. Администрация села выделила волонтерам небольшую квартиру. Ежедневно сюда приходят отзывчивые жители, по мере сил помогают волонтерам, приходят, плетут сети, приобретают на свои деньги ткани для них. На данный момент на зоне СВО находится более 30 наших ребят. Среди них есть и мобилизованные, и наши контрактники. И для них, конечно, ну, для маленького села это, конечно, очень много. И чтобы как-то вот, чтобы они, вот эти бойцы, ощутили нашу какую-то помощь, да, чтобы они были неуязвимыми, в январе у нас открылся штаб помощи бойцам СВО. Невзирая на хлопоты, здоровье приходит в штаб и старшее поколение. Именно они первыми откликнулись на просьбы о помощи и по сей день работают с утра до вечера в волонтерском штабе. Идет обратная связь. Вот недавно отправляли видео. Конечно, очень приятно, что наши сети вот, все помогают им. И надеемся, конечно, что все когда-то закончится. Скорее бы все это закончилось. Не жалея себя, просто берут заявки, отшивают, отливают. И очень им благодарна, что мы все собрались и все-таки работаем до победы. В стороне не остаются и ученики городской школы номер 7. Вот уже второй год дети плетут маскировочные сети, делают сухой душ, заливают окопные свечи. В свободное от учебы время вместе с классным руководителем школьники приходят в волонтерский штаб. Школьники знают, что маскировочные сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия самих бойцов. Каждый, кто плетет сети, верит, что они помогут сохранить чью-то жизнь. Дети верят, что маленький вклад приблизит бойцов к победе.
Мы приходим в штаб, и мы плетем сети, мы делаем шапки, делаем банки, пишем письма, чтобы потом отправлять их сюда, и они доходят солдатам, и им очень тепло от этих писем. Также мы делаем свечи, швеи в волонтерском штабе делают вот такие носилки. Еще швеи делают плащи. Мне нравится этим заниматься. Вот, я помогаю солдатам, мы делаем сети, делаем сухой душ, берем полотенце, потом ложим его в zip-пакет, шприцом заливаем пену специальную для очищения тела. Дальше мы закрываем zip-пакет и ложим в еще один zip-пакет, закрываем, ложим туда 3 ватных палочки, 1 инструкцию и конфетку. У нас есть ежемесячная акция «Письмо солдату». Дети пишут красочные письма. В прошлом году в это же время мы проводили мастер-класс в нашей школе с 1 по 11 класс. Приходят сюда на досуге, плетут сети. «Мирные руки ангела» – это те волонтеры, которые встречают каждого ученика очень душевно. То есть мы приходим, мы приходим как будто в нашу дружную семью. Мы занимаемся сетями, мы плетем их примерно по 3 часа в день. Мы приходим, занимаемся и плетем почти полную сеть. Там остается примерно несколько метров, но мы стараемся доплетать все. Получаются очень хорошие сети, и мы даем их. Огромную помощь оказывает бойцам специальной военной операции штаб народного актива. Здесь также ведется активная работа. Координаторы всегда находятся на связи не только с мобилизованными, но и их семьями. Волонтерский штаб народного актива был создан сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация. При поддержке администрации Мирнинского района, главы администрации района и активных жителей, мы сразу же создали волонтерский штаб, вот это вот движение, чтобы все вместе помогать нашим ребятам, которые уехали по частичной мобилизации, всем необходимым. Вот тогда мы собирали для них теплые вещи, отправляли туда ребятам, некоторым здесь, да, по месту обеспечивали. И отсюда с Мирного, да, допустим, с Мирного отправляли в учебные части, где расположены наши ребята. Очень много бойцов, да, из республики попали в войсковые части, где вот базируют, учебные части в Улан-Удэ. Туда вот отправляли очень много гуманитарной помощи. Наши представители ездили в каждый, да, места, где находились наши ребята, начиная от Приморского края, Амурская область, Хабаровский край, Читинская, то есть Забайкальский край, в Бурятию ездили, да, Республика Бурятия. Вот. И, допустим, таким образом мы ребят обеспечивали необходимым для того, чтобы им было там удобно. Да, допустим, это были не только средства там, защиты, да, которые мы давали, но и там, бытовые какие-то принадлежности, там, санитарные и так далее. Аптечки, вот мы помним, собирали для наших ребят и отправляли туда. Вот. С этой целью вот, был создан волонтерский штаб народного актива. Кроме этого, мы не только, да, там, обеспечиваем наших мобилизованных, но и добровольцев, которые уезжают, подписывают контракт с Министерством обороны и воюют ради интересов нашей страны. Ну и еще один самый, да, то есть вот это вот одна цель — помогать нашим мобилизованным и добровольцам. Ну и самое главное для наших ребят — это чтобы у них в тылу, да, было все нормально, чтобы их семьи, да, не нуждались ни в чем. Вот. Мы также работаем в этом направлении, помогаем семьям мобилизованных и добровольцев, если возникают какие-то там семейные, там, жизненные, бытовые трудности, то волонтерский штаб там пытается помочь каждой семье.
Здесь каждый понимает, что для защитников, находящихся в зоне специальной военной операции, нужна любая поддержка. Волонтеры всегда держат на контроле обеспечение мобилизованных из Мирнинского района дополнительным обмундированием. Мы штабом «Народный актив» организовали сбор средств, на которые мы приобретаем все необходимое, чтобы людям, мужчинам, которые попали в зону СВО, было достаточно комфортно, как правильно сказать, комфортно, и они не нуждались в материалах и, наверное, в защите. Потому что в комплект входят и бронежилеты, и каски, и фонарики, и мультитул, даже комплект нижнего белья мы приобретаем. То есть каждый мешок формируется отдельно. Мешок формируется и зимой, и летом, и в мороз на улице. С волонтерами мы после того, как материалы приезжают в контейнерах, мы эти контейнеры разбираем и людьми собираем, волонтерами на улице уже комплектуем каждый мешок. И когда сотрудники, мужчины приезжают из зоны СВО, мы им индивидуально вручаем каждый комплект. Вот были в последний раз у нас собирался Булат антидроновый, он доработан, это российское производство. Он помогает нашим военнослужащим защитить себя от дронов, которых, как мы знаем, в зоне СВО очень много. То есть сообщить о том, что в месте, где он находится, над его головой летает дрон, и своевременно принять решение убыть в место дислокации, где можно было спрятаться и защитить себя. И коллег, сотрудников, военнослужащих, которые находятся рядом с ним. Когда организовался только штаб, мы не понимали, что нужно, поэтому собирали все. Пытались полностью обеспечить ребят всем необходимым, но так как это уже идет в третий год, ребята уже подают нам заявки, они понимают в зоне СВО, они понимают, что им более необходимо, что им не нужно и на что, наверное, не стоит тратить и средства, и силы. Поэтому мы точечно прорабатываем каждый вопрос, и уже комплектация этих мешков, в которых собирается все необходимое, оно каждый раз обновляется. То есть именно по потребности ребят, которые находятся в зоне СВО. В такое время многие не хотят оставаться в стороне и делают все от них зависящее, чтобы помочь людям. Огромная армия волонтеров, неравнодушных граждан – это не просто гуманитарная миссия, это и есть второй фронт. Боевой фронт, который стал вторым эшелоном за нашими парнями. Изделия, которые отправляются на передовую, помогают преодолевать огромное противодействие технических средств противника, добиваться поставленных задач и приближать нашу самую главную и общую цель на сегодняшний день – победу.